у меня крылья в душе выросли еще шире. И они не простые крылья, а радужные. Меня посетила моя няня. Няня, я ее так называю, с детских лет. Она на 11 лет меня старше. И я ее помню, когда мне было 6 лет, 7 лет, 8 лет, 9 лет, вот с тех пор. Она была заводилой нашего карачаевского народа, депортированного в Киргизстан, ну и других, Казахстан. Но мы жили в Киргизии, в одном селе, это Канский район, он переименовался, то Канский, то Ивановский, то Исыкатинский. Киргизская ССР, село Красная Речка. Это вот прекрасная горянка Чотчаева Назифат. Мне снохой доводится. Много лет вот прожила в изгнании, работала и свекловичницей, но вечерами раньше проводились веселья. Молодежь собиралась, и там наша Назифат играла на гармошке, и все танцевали. А нас, малышей, родители не отпускали. Говорили, сидите дома. Но мы тайком убегали на это торжество, где она играла. Почему-то у меня с детства, наверное, она виновница моей любви к музыке. Я подходила к ней, так завороженно смотрела на ее пальцы, как они бегали по клавишам, на ее улыбчивое, красивое лицо. Вот с тех пор она в моей душе живет. Она моя творческая мама, можно назвать. Старшая сестра можно назвать. Мамой можно назвать. Я ее няня называю. Ну, дай Аллах ей здоровья. Вот столько лет она мать 5 детей. 4 сына и 1 дочь. Внуки. 5 сыновей и 1 дочь. Внуки, правнуки. Бесподобная женщина. Все дети воспитаны в высоких нравственных устоях карачаевцев, горцев. Вот такая-то женщина. Пример для нас всех быть молодой и в 83, и в 84, и в 100 лет. Она молодец. Дорогая моя, спасибо.
Evle toyla aşırgan Nazifate geçiniz. Maşallah sana. Yaşasın Karaçay Malkar halkımız. Amin demegen kilin kapsın. Amin amin. Maşallah. Hayret verseydim.